Друзья, приветствую вас на телеканале Якутия-24. Сегодня мы снова с Кыданой Павловой будем творить красоту, да? Ага, в прошлых выпусках, наверняка, если вы видели, мы делали вот такую заколочку красивую, да? Ага. Буквально там у нас ушло минут 15 от силы, да? И вот такая красота уже готова, которую можно носить. Я даже покажу. Так вот. Как красиво, да? Ага, вот когда вы говорили, что свои работы, да, вы продаете, да, то есть можно у вас приобрести. А носят ли ваши работы взрослые? Ну вот девушки, или в основном это все направлено на маленьких девочек? На маленьких детях, и у нас для взрослых есть объемные резинки, которые вот. Вот на вас, да, покажите-ка. Вот. Ну, сегодня я в студию не принесла. Ага. Оказывается, еще резинки у вас есть, и да? Резинки есть, объемные. Так. И такие пинтерестские бантики я делаю индивидуально по запросу. То есть вам можно прийти с идеей какой-то, да, обратиться и лично эксклюзивный заказ, да, сделать. Здорово. Сегодня мы будем делать что? Мы будем делать такую заколку клик-клак из льна, из бисера и такого вот бабочку из фатина. Бабочку вы сами тоже сделали, Нет, да? это заказ. Нет? Это готовые, да? Тоже ручная работа. Вырубка лазерная. Ух ты! Для своих изделий специально заказала из Подольска. Здорово как. Здесь не продаются. Да? Так. Можем приступать, да? Приступать. Это у нас материал? У нас материал это лен. Мы будем работать с этим. Нам понадобится еще бисер. Любой бисер, любое такое, как сказать, украшение, которое у вас есть. Да? У меня, например, вот бабочка есть. Любой бисер можете использовать. Самое основное это не украшать, а покажу, как закрывать вот это. Основная такая вот, да? Основной секрет вот здесь. Отлично. Нам понадобится сейчас продеваем, вставляем наш материал на пяльце. Такой интересный, никогда не видела инструмент. Ну, это для вышивки. Пользуюсь. Да. Вот так берет и вышивают, да, обычно? Это лишнюю часть обрежем. Это можно убрать. Ну, чтобы работать не мешало, я обычно режу концы. Все отрезаете, получается. Лишнее. Нам понадобится трафарет нашей заколочки. У меня есть такой трафарет. Трафарет и стирающий маркер. Исчезающий. И его мы обводим, да? Обводим. От этого маркера мы не боимся, потому что при касании теплоты она исчезает. То есть теплота это у нас руки, да, наверное, или что? Утюг. Утюг. Пар, фен, горячий фен. Такие приборы. И нам понадобится иголка именно для бисера. Так. Берем нашу
бабочку, да? Бабочку любую. А сразу, да, получается ее? Нет, мы примерно метим, где она будет, да? где будет находиться, чтобы обойти, чтобы потом было удобно прикрепить. Где-то вот так. Отмечаем. И вот эту свободную часть мы будем хаотично украшать бисером. Ну, вот как показано здесь, да? Так. Нам нужна нитка соответствующая по цвету. Делаем узелок крепкий. Берем и, начиная снизу, начинаем украшать бисером. Так. Хаотично сказали, да? Хаотично. Нет такое правила. Ну, смотрим по ходу дела расположение. А можно все покрыть бисером полностью? Можно. Я вот сейчас пользуюсь этим вырубкой. Ну, ничего, это мы убыстрим. А так вот откуда узнали вот о технике этой сами? Где-то смотрели, учились специально, может, или сами догадались? Нет, специально вот таких, что мастер-классов и так далее, обучения я не проходила. Все это бывает же уроки, мастер-классы тоже, мастер-классы, да? Смотрела, и когда ты творческий человек, ну, поначалу не получается, конечно, не все сразу идеальным не бывает, ошибаешься. Потом набиваешь руку, да? Методом проб и ошибок. Приходишь к идеалу. К идеалу, почти идеалу. А так люди иногда хаячилы, удивляются. Почему? Точно сама сделала. Кстати, бывает такое, да. Тоже не раз. Точно это ручная работа. Именно вот органза вот ленточка хаячит. Вы сказали, что в прошлом выпуске, да, что СД это имена ваших дочек. А кто вот изображен, интересно? Что за девочка, что за история у этой картинки? Почему такая картинка? Картинки очень интересная история, да? Однажды вечером сестра мне идею отправляет. Вот смотри, когда люди делают подложку таким образом. Ну, она очень красиво смотрится. Да, как бы вот девочка и на ней заколочка, да? Любая. Ну, как будто бантики еще краше смотрятся. И я начала вот искать именно, я сама рисовать не умею, пришлось искать художника, который это нарисует. Моя коллега, поговорила с коллегой, ну, хорошо знакомой. Она мне посоветовала очень талантливую такую, тоже творческого человека, Юлию. Я рассказала ей свою идею, вот так хочу, чтобы мои бантики, хочу поменять подложку. Идею рассказала.
И она тут же согласилась нарисовать мне. А потом, через несколько дней, я получила наброски, и мне сразу понравилось. И вот зародилась потом наша вот подложка. Ага. Это выдуманная девочка, Выдуманная. не чей-то портрет. Ага, это не чей-то портрет, просто выдуманная. Мы Пришили бисер, да? Ага. Хаотично. А теперь прикрепляем бабочку, да? нашу бабочку. На место, которое мы метили, да? Так. Вот так. Пришиваем, да, тоже? Тоже пришиваем. Не клеим. Так. Аккуратненько. Ну, в принципе, как и сказали, вместо бабочки может быть что-то другое, любое другое, да? Какая-то деталь. Можно и без деталей, просто, Просто как заколку. этот. Вот, да. Красота. Такая вот, да? Вот еще очень красиво. И это, да? Натуральный материал получается, да? Без вреда. Ага. Вообще в своих работах я стараюсь использовать минимум клея. Чтобы как-то Безопасно. безвредно, да? Ага, чтобы Безопасно, безвредно. Ну вот пришили мы бабочку. Так. И она никуда от нас не улетит. Не улетит. Ага. Так. И все. Сейчас отсоединяем от пяльца наш Материал, да? наш материал. Ага. И отрезаем, отступая от метки где-то на 5 миллиметров. Полсантиметра, да? Ага. Аккуратно. И берем фетр, тоже чтобы удобнее было работать, обрежем маленький квадратик. Нам надо будет две детали из фетра для того, чтобы закрыть. И сейчас покажу, как будет. Так, тоже обводим, да? Тоже обводим. Ага. Обводим. Одна будет у нас подложка, чтобы наше изделие смотрелось более аккуратно и чтобы не выступали, ну, чтобы не видно было очертания нашей заколки.
нашу заколку клик-клак. 6, она у меня 6 сантиметров. И так держим. И накладываем. И накладываем, ага, нашу. Наложили. Ой. И вот пришиваем. Ну и самый такой этот, да, важный момент. Важный момент. Как пришить к заколке все это дело. Ага. Рассказывайте. Тоже работаем. Вот так соединяем. Просто, да? Просто, ага. Угу. Кто как умеет. Я, например, вот так делаю. Ну, чтобы тоже аккуратно было. Узел, как называется, я не знаю. Это верхняя часть, как бы, да? Или вот полностью все? Вот эта часть закрывается фетром. Ага. Вот так. Ага. Поэтому не боимся. Угу. Все это, весь этот прикрывается потом. Угу. Вдруг там вышло некрасиво, да? Угу. Пришили наш деталь, прикрепили к основе. Это вот заднюю часть, да? Задняя часть. Ага. А теперь сейчас будем это все перекрывать, да? Перекрывать будем. Чтобы было красиво, да? Угу. Каким образом? Берем второй деталь фетра и смотрим, ну, примерно расположение. Угу. Так. Где что надо будет убрать. Лишнее отрезаем. То, что выступает сверху изделий. Лишнее вот не должно быть виден. Чтобы ровно по основе было. Ага. И тут отрезаем чтобы прошла вот наша, да? Язычок, чтобы прошел, проделываем небольшую такую дырку. Сейчас покажу, вы сами увидите, как все это прикроется. И продеваем, да? Продеваем, ага. Вот так. Вот как делается, оказывается. Все. И мы вот это сшивать будем. Потайным стежком. Ага. Здесь вот можно посмотреть. Аккуратненько. Вот задняя часть, задняя часть пришивается потайным стежком. Ага. Ну, опять-таки, мастера, наши мастерицы знают, что такое потайной стежок, да? Ага. В принципе, я думаю, проблем не возникнет. По кругу, да? Ага. Таким образом. И у нас получается в итоге такой аккуратная заколочка. Да, очень красивая. Ну что, мы закончили. Кдана, вам огромное спасибо, что опять-таки вообще не поленились, раскрыли, да, такие секретики, лайфхаки, да, по изготовлению
заколок. Я думаю, что теперь и у нас не возникнет никаких проблем по созданию такой красоты. Спасибо вам, что поделились еще раз. Спасибо вам за приглашение. Спасибо вам, что согласились. И я думаю, что, может быть, увидимся с вами еще на каких-то других мастер-классах. Вам желаю, опять-таки, творческого вдохновения, вот этого всегда творческого полета и новых идей, конечно. Спасибо. До новых встреч. До свидания. Чего желаю и нашим телезрителям. Увидимся в следующих эфирах.